Для маленькой Саяны уже все позади. Годовалая девочка совсем скоро сможет услышать голос мамы. О том, что у дочки тяжелая степень глухоты, мама Сандара узнала еще в роддоме Нюрбинского района. Переживала сильно. Но потом мне сразу, когда сюда, в судологический центр приехали, нам сказали, что есть такая операция, проводится такая операция, кохлеарная имплантация. И сказали сразу, что будем готовить документы. Только в Якутии ежегодно выявляют от 15 до 20 детей с тяжелой степенью глухоты. Проблемы со слухом определяют сразу после рождения, когда проводят аудиоскрининг. Всех малышей до 13 июня 2017 года отправляли в центральные клиники страны. Теперь эти операции будут проводиться в республике. Эти операции желательно делать в раннем возрасте, это начиная с 1 до 2 лет. Наша задача, чтобы дети, интегрированные дети, в 7 лет пошли учиться в обычные общеобразовательные школы слышащими и говорящими. Подготовка к проведению операции началась около года назад. Сам процесс установки прибора занимает порядка получаса. В небольшом аппарате спрятаны множество датчиков с различной частотой. Каждый из них проводит к внутреннему уху, закрепляя аппарат на голове за ушной раковиной. Наша задача – доставить имплант в улитку с минимальной травмой структур наружного, среднего и внутреннего уха. Когда мы стимулируем этих электродов, которые они расположены внутри улитки, мы можем давать ребенку или взрослому человеку, у которого отсутствует слух, мы можем давать слух. После установки прибора начинается сложнейший процесс реабилитации, который может занять до 2 лет. Кохлеарную имплантацию чаще всего проводят детям раннего возраста, а также взрослым, которые потеряли слух в результате различных травм или инфекций. Всех детей, которым сегодня установили кохлеарный имплант, врачи-сурдологи ждут через месяц в медцентре. Настройку аппаратов будут проводить каждому ребенку индивидуально. А уже этой осенью врачи Якутии самостоятельно проведут сразу 5 операций. Анна Лебединская, Василий Соловьев. Вести, Якутск.